Да, пап. Ой, простите, Бахчан Махсатович. Эй, балам, тут мама твоя переживает за тебя. Скажи ей спасибо. Ертең үйге келетін бол. Серьезно? Да, но при одном условии. Қандай условия, пап? Пусть хотя бы твое начальство позвонит. Скажут, что ты молодец, что ты реально работаешь. И можешь завтра вернуться. Я билеты куплю. Все, пап, принято, спасибо. А кто именно должен вам позвонить? А? Позвонить должен твой начальник. А там уже информацию мне передадут. Все, пап. Ага, принято. Ема, Бека, вставай, давай! Все, батя едет домой, эй! А где твой батя живет? А где твой батя живет? Ё-моё, я поеду домой, говорю. Ты же и так дома. Эй, ладно, хочешь забыть, ё-моё? Ничего не понял, но интересно. Что там, что нести, говорю, что надо? Ештеңе істемейсің, брат. Ештеңе істемейсің, сен осында қаласың. Мен үйге кетемін. Эй, домой! Ya, onda. Paspılıyor da yesin, almayın mısın? Осторожно с картиной! Извините, мастер, а куда нужно нести Ко картину? мне в кабинет, там сейф поставим, потом сам решу, что с ней делать. Что за картина? Только аккуратнее, говорю, понятно? Она стоит дороже, чем твоя машина. Мастер, у меня нет машины. Тогда дороже, чем твоя квартира она стоит. Мастер, квартиры тоже нет. Бинчары и кинцо, иди работай тогда. О, мастер! Салама Лермонтова. Валикум ассалам. А что вы шастаете, еще не работаете? Не, мы как бы шли как раз туда, просто увидели вас, а вы с картины, чисто поинтересоваться, что за картина нам надо. Какая вам разница, а? Не, как бы за интерес просто нет же, вы что, не знали? Не, просто мастер медиа неправильно выразился. Вы картину купили, да? Кто сын этот? Да, может, купил. А может, нашел. Может, подарили. Может, я сам рисую. Какая вам нахрен разница? Идите работайте. Да ладно, мастер, что? Давайте поможем. О, руки убрали, а? Вы знаете, сколько она стоит? Это дорогая картина. Пошли вон отсюда. Что смотришь? А что вы сами смотрите, ё-моё? Ёпаш мать! Да идите работайте, блядь! И так идем же, блин. Идиоты вокруг. Ой, блядь, ботинок тоже, сука, идиот. Мастер. О, Олжасик. Ну что там? Давай, жалуйся. Вот, мастер, я вас хотел попросить прощения за все. И вот думаю вам подарить 10 тысяч долларов. 10 тысяч? Да? Долларов. А в чем подвох? Ну, я вам дам 10 тысяч долларов, и вы звоните своему президенту или там директору, скажете: хороший мужик, стараются, работают, ну и так далее. Да, я-то думаю, в чем же подвох? Ну и продолжай. Дальше я уеду. Не буду вашим геморроем. Все будет зашибись, будете радоваться. Я вам деньги на карту скину. Понятно. А если ты меня кинешь? Вот, мастер, посмотрите на меня. Вот, посмотрите. Вот я похож на кидалу, а? Нет. Ты не похож на кидалу. Ты и есть кидала. Айдар Каримбаевич, вам чай или кофе? Мне кофе, а ему, этому, как его... Аферист. Да, аферист. Какие еще требуются доказательства? Короче, Олджасик, давай так. Если ты будешь упорно работать на заводе, оставаться на 2 смены, прям кырвал, шагау, жұмысты істеп тұрсам, вот тогда я подумаю. Запомни, у нас не акимат, чтобы все через бабки решалось. Ну хорошо. Значит, 10 штук не нужно, да вам?
А 10 штук сен көтнеттік. Поштучно прям, как в терминале. Все, иди отсюда. Хорошо? Иди, говорю, Олжас. На наоборот, Хазар вместе с твоими купюрами тоже в это же место засуну. Друзья, завод, в котором я работаю, является первым и единственным производителем алюминия в Казахстане. По праву, этот завод входит в лучшую десятку в мире. Так сказать, заводтардың ішінде по-своему Геннадий Головкин. Бека! Ау. Хватит уже снимать. Отключи камеру. Хорошо. Друзья, сегодня будет видео, как делается алюминием. Всем удачного дня. Всех обнимаю, целую, ласкаю, прижимаю по жизни, таскаю. Все, хватит, ё-моё. Все. Бека, хватит уже, я сейчас серьезно говорю, брат. Знаешь, ты без камеры не можешь двигаться уже. Подожди. На фон Навро тирский фотошот. Да, ё-моё, успокойся, говорю. Все. Что там с проблемой этот? Айдаром решил проблему? Нет. Блин, надо найти какой-то способ, чтобы решить эту проблему, братан. А что он? Ну, ломается как девушка. Просто ломается, брат. Как девушка? Девушка демек шел қыздарға слабый область ма? Бір ұнатып жүрген бір қызы бар по-любому. Или, как вариант, можешь подарить ему сертификат на бесплатный секс. Что ты имеешь в виду, насчет проститутки, что ли? Ну зачем ты так? Олар да біреудің баласы, олар да біреудің мамасы, біреудің әйелі, возможно, біреудің күйеуі. Успокойся. Тоже мне тут нашелся толерантный. Знаешь, ты иногда прав, Бека. Вот насчет ты Айдара вот, точно прав. Ладно, я пойду. Решу эту проблему под названием Айдар. Глобальную проблему. Широкую проблему, брат. Жирную проблему. Нет, усатая проблема, братан. Удачи, брат. Давай, на. Давай снимать его. Сперва не услышал, потом не понял, потом удар в живот, оглушил, поймал и зачесал. Медиа, успокойся, оставь этого бедолагу в покое. Что ты делаешь? Так вот потянул его и шапаль дал нам. Уходи отсюда. Медиа тебе болтку машет. Нет, понимаешь, что вот этот жирный нам полдела сделал? В натуре. Теперь нам надо удостовериться, что это именно та картина, которая нам нужна. Братан, во-первых, он уже сказал, что эта картина дорогая. А во-вторых, это стопудово наша картина. Ладно, допустим, это наша картина. Теперь вопрос, как мы ее забирать будем? А чё, просто подойдем, скажем: тварь, отдай, это наша картина. Не, хумас, тем более ты так не скажешь. Не, ну можно и без Короче, давай так сделаем. Просто подойдем к мастеру, бабки предложим. Ну какой нормальный человек от бабок откажется, а? Он же не устоит, брат. Не знаю, я бы устоял бы. Я бабок не люблю. Я больше молодых люблю. Медя, бабки – это деньги, понимаешь? Не, откуда ты знаешь? Вдруг он бабушек любит. Тем более он чуть-чуть шал. Медя, просто молча артынан жүрешь, черема? Все, ладно, давай. Ты что, до сих пор здесь, что ли? На, блин! Шеф, можно? Так, да, Гельденба, что тебе надо, а? Шеф, у меня есть хорошее предложение. А, что теперь, хочешь мне 15 тысяч долларов предложить? Не в этом дело. Слушайте, вот, шеф, хотел спросить, вам нравится та девушка с медпункта, Салта? Цунжумай, Дарит Алмай, не произноси ее имя, понятно? Все хорошо. Ну, просто я спрашиваю же. Нравится? Ну как? Нравится. Конечно, нравится. Ты видел ее глаза? Ты видел ее фигуру? Ты видел ее ямочки? Так вот, это все мое, понял? Ага, все, шеф. Все, тогда я вас понял. Давайте тогда я сегодня вам организую ужин с ней. Ты что, издеваешься, что ли, а? Ты знаешь, сколько лет я за ней бегаю? Сколько раз предлагал ей на свидание она? Шеф, без проблем организую вам. Серьезно? Серьезно? Если ты организуешь ужин, я тебе такое благодарное письмо напишу, что все тики-пуки будет. Все, договорились.
Ну, договорились. Шеф, Ну, давай. давайте, на связи. Точно? Точно говорю. Точно? Шеф, точно я вам говорю. Смотри у меня. Сегодня вечером. Ну, давай. Сегодня вечером. Мастер! Не вот, а ты тыныштық бермедіңдер ғой маған? Да мы поговорить хотели. Мы что с вами, кенты, что ли, а? Чтобы разговаривать. Нам же делать нечего. Давай мы сядем вот так вот и будем сплетничать, да? Вот кто там с кем спит на заводе? Ну, мастер, мы просто хотели спросить, ну, Вы хотели спросить или поговорить? И то, и другое. Не хотите нам картину продать? Какую картину? ну эту, которую вы нашли. Я не понял, чего все интересуются этой картиной, а? То Замаки мне звонит, то его помощник, то эти пацаны, которые, ну, по-черному. По-черному? Не Игорь Лерма? И я не Герлер. Они же в Африке, вон, проблему с водой решили, теперь решили на картины перейти. Все тупой СМБ не вылез, а? Пошли вон отсюда. Просто мастер. Я не просто мастер, я офигевший мастер. Пошли вон, говорю, отсюда. Моргнули. Пошел вон, а, бля. Бараны, блин. Меня окружает один тупорылый. Сабр. Здравствуйте. Можно на секундочку? По делу? Да. Это вам. Знак извинений. Не стоило утруждаться. Да я просто хотел вам приятно сделать, там, чтобы вы меня не обижались. А я не обижаюсь. Просто не беспокойте меня больше. Зачем вы сердитесь? Вам же не идет, вы же очень красивая, а? А вам не идет делать дешевые комплименты. Да ладно, простите. Просто я хотел вас пригласить в ресторан, там, поужинать. Не получится. У меня есть парень. Ну что? Я же вам не предлагаю там целоваться, там, обниматься, то все. Просто поужинать, пообщаться, подружиться с вами. Так сказать, ну, замазаться. Ну, хорошо. Вы принесите 10 пачек лидогеина. И мы с вами в расчете. Хорошо. Все, ужас. У меня очень мало времени. Можно, да? Угу. Ладно, простите. Блин, Канский, с какого перепугу этот мастер с нами общается, как с щеглами? Надо сразу ему так шах! Шах! Сходу бы отдал бы картину, сразу же. Да, Медя, если было все так просто, мы бы уже давно здесь газовали, ходили бы, блин. Руки чешутся, е-мое. Да ладно, успеешь ты этого мастера отхерачить? Да не, это к деньгам. Надо себе сейф купить в будущем, е-мое, и там деньги хранить. Слушай, это же идея. Может, мы этот сейф ночью грабанем и все? Ты что, охренел, что ли, Кана? Ты мой сейф хочешь грабануть? Я еще даже его не купил, блин. Да не твой сейф. Сейф Айдара. Там же картина наша лежит. Ночью чекленче залетим, все, грабанем, нормально все будет. Что ты думаешь? Подожди, мы же до вечера работаем. Ну так этот, ночную смену попросимся. А что, еще смены есть? Братан, это завод. Тут днем и ночью работа кипит, понимаешь? Никогда не останавливается. Как наши сердца Дисну. Вот даже сердце человека может остановиться, а завод нет. Базару нет, ты красиво сказал, братан. Это же новый лозунг для завода. Давай предложим. Сердце человека останавливается, а завод нет. Может, еще такое предложим?
Медиа, хватит трахать мне мозги. Пойдем отсюда, пожалуйста. Не, брат, слишком длинное название. Надо короче, как у меня. Пойдем. Сердце человека останавливается, а завод нет. Красиво же, ё-моё. Я мастеру-то предложу. Нет, Баха, нет. Нет, не надо за мной заезжать. Все, между нами все кончено. Нет, все, у меня есть парень. Да, представь себе, есть парень. Все, Бах, пока. Можно? А, у меня просто вазы нет. Да я так и понял. Че, нормально? А вы зачем вернулись? Я? Градусник забыл. Так это мой. Да? Нет, точно такой есть. А, блин, ладно. Салта, я вот, честно, у вас хотел попросить прощения. Простите, пожалуйста, честно. Раз я тут подумала, все мы люди, всем нам свойственно ошибаться. Конечно. Я тоже часто ошибаюсь, вот. Честно вам говорю. Я заметила. Так вот, ваше предложение еще в силе? Конечно. В силе, в силе. Я уже думал там пойти уже нырнуть в алюминий там. Ну, не драматизируй. Ладно, все. Значит, вечером увидимся, да, так? Да, только у меня есть просьба небольшая. Какая? Вы можете заехать за мной на какой-нибудь шикарной машине, и чтобы вы были за рулем. Без проблем. Без проблем. Хорошо. Ну, откуда вас забрать? С завода? Нет, из дома. Я вам скину адрес. Вообще без проблем. Заберу. Хорошо, тогда до вечера. Угу. Давайте. До вечера. Салам алепс. Че? Ну, лепс. Ну вот этот. Ау! Короче, братан, давай для начала в машину сядем, там обсудим. А то что в этой одежде кто-то увидит, блин, проблемы будут потом. В натуре, а то и так зарплата на кисть сжата, ё-моё. Кит. Че там? Как там? Нормально все, братуха. Короче, тут такая тема. Картина нашлась, она у нашего мастера в этом сейфе лежит. Нам, короче, нужен человек, который сейф может вскрыть. Это хорошая новость. Когда планируете залетать? Сегодня ночью. Как ниндзя. Так, получается, вам нужен медвежатник, да? Братан, нам не медведь нужен, нам человек нужен, который откроет сейф. Да, брат, медвежатник нужен, короче. И что происходит, ё-моё? Что за игру играете? Так, короче, есть один медвежатник. Алло, вы меня слышите? Блин, мне ходят уши, подожди, что там? Он сейчас, короче, типа завязал, на СТО работает. Но вы попробуйте пообщаться с ним. Я ему дам знать, что вы от меня. Все, братан, сделаем. Давайте. Якана? Что происходит, а? Что за медведь, а? Вы что, кинуть меня решили? Медя, кумаш, пожалуйста, а? Медвежатниками называют людей, которые сейфы скрывают, понял? Серьезно, что ли? Подожди, получается, людей, которые что-то тырят, называют крысами. Да. А людей, которые не оплачивают проезд, называют зайцами. Так. А людей, которые хавают за чужой счет, называют чайками. И не волпы такими, мало такой. Медя, знаешь, что самое главное? Таких, как мы, называют тиграми. Точно. Че, поехали к этому медвежатнику? Только давай-то переоденемся. В натуре, блин, соспит такие, ё-моё. Я тигры. Что? Что? Роскошную машину это она попросила? Ну, мастер, конечно. Зачем мне машина? Ну вот, за что люблю Салту, знай себе цену, баро. Это точно, мастер. Это Ладно, точно. я вопрос решу с машиной. Что дальше? Дальше я с ней договорился. Вечером заберу на машине и сразу в ресторан. Подожди, а при чем тут ты? Ну, мастер, послушайте.
Ну я же типа с ней на свидание же. И вы тут подходите, поздороваетесь. И я вас приглашу за стол, поужините с нами. Оно, типа без... А что, нельзя сразу, чтобы она со мной встретилась? Ну, она же собачка же. Кім свидание шақар, соның артынан бара береді да. Ты слова выбирай, а? Ты что ее приравниваешь к животным? Сейчас вообще тебя на цепь посажу, будешь здесь сукой завода. Ладно, простите. Все, иди давай, договаривайся. Все, хорошо. Только стопроцентный вариант, понял? Хорошо? Салам алейкум! Кто есть Леха? Леха, вот он. Ну, здорово, Леха. Мы от Дамира. Помощь твоя нужна. Я завязал с этим. Нам реально твоя помощь нужна. Мы, походу, без тебя не справимся. Когда я уходил, я сказал, что больше не вернусь на эту работу. Послушай, Леха, мы же оба понимаем, что с этим дерьмом можешь справиться только ты в этом городе. Говорят, ты был лучшим в свое время. Было дело, но я больше не хочу морать руки об этом. Так что вы не по адресу, ребята. Кутузова 69? Ну да. Схерали не по адресу. Что за кино, ёпта? Вы вообще кто такие, ребята? Ну, я Канов Фартовый, а это вот Медя Безвкусный. А ты этот же, да? Медвежонок? В смысле медвежонок? Ой, ёбаный, медвежонок, говорю. Междужопник. Че, бля? А, как его? Медвежать. Медвежатник. Фу, сорян, братан. О, бля, не до вас, ребята. Слушай, братан, ты последний раз красиво сделай, а мы тебя красиво отблагодарим. Мы же друг друга не чужие люди. В смысле не чужие? Я вас первый раз вижу. Казах позло. Че? Татарин, что ли? Медя, успокойся, Елкин. Братан, ну держи десятку. Сейчас работу сделаешь, мы тебе сверху еще 10 дадим. Там 5. Ну, как он ногой почувствовал? Елки-палки. Ладно, на, держи десятку. Работу сделаешь, еще 10 будет. Договорились? Вот теперь договорились. Базарнет, я? Жирмамга Принстон первого концов. Уха! Привет, Салта. Салта, давай поговорим, а? Нам не о чем разговаривать. Все кончилось. Да как кончилось-то? Подожди. Ты чего? Я ж люблю тебя, ну. А я нет. Оставь меня в покое. Салта. Слушай, ты понимаешь, что я сдохну без тебя? Ты потише, а то пацаны услышат. По понятиям. Все, вы закончили? У меня свидание с парнем. С каким еще парнем? Салта! Салта! С парнем, значит. Сейчас посмотрим. Алло, Тима. Пацанов, собирай, тема есть. Угу, давай. Здравствуйте. А у вас что, свидание, да? Не, просто дружеский ужин. Олжас, тебе смс пришло. Я могу выйти на часик? Так это же у нас ночная смена же, пацаны. А это кто? Вот это айтишник. Это что? О, братишка. А, значит, ты, да, парень Салты? Пацаны ждут. Ты Салты мучишь? Да, это моя девушка. В смысле твоя? Это моя девушка. Это моя девушка. Это моя девушка. А теперь моя любимая. Сумасшедший дельфин. Это что за 309 статья, Проституция, о, брат.